Привет всем, я с вами Ромпер и Тор 82. Мы сегодня расскажем вам об игре Army of Two 40-й день или просто Army of Two 2. Сейчас вот мы попробуем взять бесшумно врагов и освободить бедного дяденька заложника. Что-то у нас немножечко сорвалось. Нормально все. Вот они легли. Нет, они пидоры восстали. Ну, можно и так, в принципе. Да, но все равно мы всех. Итак, Army of Two 2 это кооперативный шутер. Один из немногих на рынке, от этого его ценность только увеличивается. Вся игровая механика строится на принципе взаимодействия друг с другом и активности действия каждого из напарников. Сверху вы можете видеть линейку, она называется агрометр, и какой из напарников больше сейчас убивает врагов, в сторону того враги больше и смотрят. Как вы видите, сейчас враги больше ориентируются на Ромпера, он играет на левом экране, я на правом. И я, покрашенный в такой нежно-голубой цвет, могу спокойно подойти к врагам практически вплотную и устроить им маленький холокост. Спасай меня, Тор, меня убили. Ну, как вы видите, игра довольно сложна, потому что враги лезут практически со всех концов. Точно никогда нельзя быть уверенным, что в спину тебе не придет какой-то враг, и меня кто-то душит меня, сволочи. Меня удушили насмерть, а вот вам и бабушка Юрьев день. Как вы видите, игра не терпит позерства. И так, вот мы сейчас совместное действие сделаем. Но мы решили перенестись тогда в другой уровень уже, вступить более радикально. Как видите, игра иногда заставляет разделяться, и напарника нужно прикрыть только издали. Ну и пока все это происходит, вся эта движуха, я расскажу, чем же, собственно, вот открылась дверь, мне открыл Ромпер. Чем же игра, собственно, сиквел отличается от оригинала? Наверное, многие изменения ухудшили его, как то теперь появилось гораздо меньше локаций. Если раньше мы путешествовали по всему свету, так как были наемниками, то теперь все действие происходит только в Шанхае, откуда наши герои пытаются выбраться. Но, тем не менее, в игре остались главные приметы. Это большое количество оружия, большое количество модернизации этого вооружения. Так. Вот это жопа. Это, наверное, мой косяк. Как видите, сейчас я обрабатываю с гранатомета пулеметчиков. Иначе их приходилось бы обходить с фланга, но хорошие стволы позволяют это сделать и так. Вообще, еще раз хочу повторить, что игра действительно довольно сложна. Враги лезут со всех щелей, никогда нельзя предугадать, откуда именно произойдет нападение. И именно благодаря этому и тому, что постоянно, как говорится, убивают, она еще довольно длинна, потому что так-то игра на самом деле коротенькая. И, наверное, этот вот человек, это, так сказать, middle boss, надо скрываться от него. Я не скрываюсь. Вот он стоит, я в него весь веду огонь, и он уже нес Ромпера. Ну или не он, но кто-то из этих. Ромпер еще живой. Как его были своего 10-го. Сейчас я попробую подойти и полечить их Ромпера. Но, как видите, под огнем это сделать будет очень проблематично. Ну и опять мы сложили голову на славу этой великой игре. Простить врагам такого унижения мы не смогли, и поэтому было решено еще раз пройтись по тому же самому уровню. Сейчас я достану свои увеличительные
гранатомет и сниму. А РПГшника не сняли. Тут, наверное, лучше было бы использовать... Просто дохуя тут этих РПГшников. И они нам очень долго, блядь, будут путрить после жизни. РПГшники зло. Так и запишем. И гранаты все подники просто. Граната тоже зло. Видимо, тут имеет смысл держаться вместе. Ага. Но, как говорится, в небольшом отдалении, чтобы не попасть под... Блядь! Да сколько же их здесь? Как вы поняли, уже этот обзор не предназначен лицам, которые не любят мата. Потому что эмоции зашкаливают. Это все подлинно. Это не надуманный мат. Он вырывается сам. Ай-яй-яй. Где же ты, сволочь, где бродишь? А вот вроде одного я заметил. Блядь. И опять партнер. Кончен меня, Тор. Шухер, съебывайся, там дробовик! Я уже ничего не могу сделать. Я ретировался в бегство. Не знаю, что там происходит. Фу, немного отдышаться. Видимо, там приканчивают моего напарника. Да хуй. Блять, опять Нет, это уже не дробовик, наверное. Это ребята с гранатометами. Как вы поняли, видеообзор перешел просто обычное прохождение игры с комментариями. Но, наверное, это даже будет лучше характеризовать игру, что она из себя представляет, чем вы бы тут тужились и строили из себя игровых журналистов. Ух ты, денежку дали. Да, денежки есть. Так, очередной пулеметное гнездо, очередной выстрел из гранатомета. Нет, в данном случае что-то не получилось. Ну, думаю, мы закончим и перейдем на какие-нибудь другие локации. В игре есть еще одна особенность, а именно как бы совместные какие-то игры скидывания наших героев. Вот они скидываются. И, собственно... Ты просрал. Он я ему факт показал, и это правильно. И, собственно, кастомайзинг оружия. И теперь Ромпер сейчас покажет, что это такое. Вот, допустим, мы берем автомат Калашникова, всеми известный, и можем сделать из него просто настоящего монстра. Да, все формулируется по модульному принципу. Вот такую штуку поставим. Естественно, какой-нибудь брутальный приклад. Щит обязательно. Ну, или там, не хотите щит, то есть дробовик, допустим, или даже гранатомет. А еще забыл поставить ему мощных патрончиков побольше. Сейчас все будет. Обязательно. Наш любимец глушитель из банки. А патрончиков картридж. Чуть-чуть выше. И можно взять вот такой вот поебень, огромный 70-патронный картридж. Естественно, прицел какой-нибудь фиговенький. Ну и какой-нибудь веселенький расцветку. Вот, допустим, вот такую вот. Ну и... Так можно делать со всем оружием в игре. И были бы деньги, это что дерзай. Играйте в эту игру, если получится. И, ну и всем пока, наверное. Всем пока. Ждите новых обзоров.